Казахстане умер второй человек, заразившийся коронавирусом. В стране 336 зараженных COVID-19. В Алматы растет число очагов распространения инфекции. В Кыргызстане власти ужесточают правила самоизоляции. Собираться больше 3 человек и отходить от дома дальше, чем на 1,5 километра, нельзя. Запрещено посещать родственников, знакомых, соседей, коллег и так далее. Запрещено собираться группами больше 3 человек, кроме людей из одной семьи. Сотни мигрантов из Центральной Азии застряли в аэропортах по всему миру. Героев наших прошлых сюжетов, таджикистанцев, выгнали со спецназом из аэропорта Домодедово прямо на улицу. Идти им некуда. Приехал, вот там стоит, вот там на угле. Вот. Они приехали, всех выгонял на... Несмотря на бушующий в мире коронавирус, с завтрашнего дня ученики таджикистанских школ выйдут с каникул на учебу. Власти утверждают, что причин для опасений нет. Но я думаю, что, наверное, нужно было продлить немножко каникулы, хотя бы на дней 10. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Еще один, уже второй по счету смертельный случай от коронавируса зарегистрирован в Казахстане. Это мужчина, его госпитализировали 21 марта. За медицинской помощью он не обращался. Всего же по стране подтверждены 325 случаев коронавируса. В Нур-Султане 175, а в Алматы 82. С нами на прямой связи из Алматы наш корреспондент Шолпан Оразбекова. Узнаем у нее последние новости. Шолпан, привет. Что известно об умершем пациенте? Почему он не обращался за медпомощью? И известно, со сколькими людьми он контактировал? Привет, Шавкат. Все, что возможно было озвучить, сегодня прокомментировали в Горздраве Нур-Султана. 50-летний мужчина болел 10 дней, попал в больницу 10 дней назад, но болел он месяц. Почему он не обращался к врачам, в Горздраве не рассказали, но сообщили, что все самые близкие, все, кто мог с ним контактировать, это близкие, родные, коллеги, их уже госпитализировали в больницу. А вот еще 55 возможных контактных лиц пока закрыли на домашний карантин. Я предлагаю послушать главу Горздрава Нур-Султана. Болел в течение месяца. Работа была связана с частыми командировками. За медицинской помощью не обращался. Все 31 близких контактных лица из числа членов семьи и сотрудников по работе были госпитализированы. В Нур-Султане принимают и другие меры безопасности, например, подъезды домов, где жили ранее выявленные зараженные коронавирусом, будут полностью изолированы. Полиция их будет охранять круглые сутки, а вот продукты питания не смогут доставлять только курьеры. Что касается Алматы, на сегодняшний день здесь зарегистрировано 82 случая, 7 из них уже выписаны, но при этом 1 человек остается в тяжелом состоянии. Сегодня медики сообщили о еще 9 новых случаях. Послушаем главу Горздрава Алматы. Из 9 вновь выявленных все приезжие. 5 прилетели рейсом 30 марта Стамбул-Алматы. 6-й пациент прилетели 29 марта рейсом Минск-Алматы. 3 из Дубая в разные числа этого месяца. Всего в провизорных центрах на карантине сегодня находится 697 человек. Шолпан, продолжают ли в Алматы изолировать дома, в которых были обнаружены зараженные? Да, Шавкат, сегодня вот стало известно, что количество вот таких опасных зон, опасных очагов инфекции, они увеличиваются, несмотря на то, что ранее были сняты ограничительные меры с 9 таких очагов. И сейчас вот в целом по городе у нас сообщают сегодня чиновники, что 27 опасных очагов. Шолпан, большое тебе спасибо. Всего доброго. 200 таджикистанцев, которые 2 недели ожидали вылета в аэропорту Домодедово, сегодня в 3 часа ночи выгнали из здания воздушного терминала. По словам мигрантов, администрация аэропорта для этого вызвала ОМОН. На кадрах, опубликованных трудовыми мигрантами, видно, как толпа людей с вещами стоит у входа. Голос за кадром рассказывает, что их выгнали бойцы ОМОНа, которые после этого стали дежурить у входа в аэропорт. Метро закрыто, такси нету сейчас, всех вот. Остался на улице.
Накануне мы рассказывали об этих мигрантах. Большинство из них должны были улететь на родину еще 12 дней назад. У многих на руках билеты на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии». Российская компания после закрытия Таджикистаном авиасообщений с Россией назвала ситуацию форс-мажором и попросила клиентов переоформить билеты на поздние даты. В аэропортах разных стран застряли не только таджикистанцы, но и также граждане Узбекистана. Из-за резкого прекращения авиасообщения люди неделями не могут вернуться домой. В Турции отчаявшиеся узбекистанцы пошли к зданию консульства своей страны просить помощи, но ни один дипломат на встречу с ними так и не вышел, рассказывает Иван Гребенюк. Узбекистан, консул Чиксен! Узбекистан, консул! Вот таким образом граждане Узбекистана добиваются встречи со своим консулом в Стамбуле. Несколько десятков узбекистанцев собрались сегодня у здания диппредставительства своей страны в Турции. Узбекистанцы уже 4-й день не могут выехать к себе на родину. Люди живут в аэропорту. По их словам, никто из официальных лиц не хочет с ними разговаривать. Вот так вот спят мальчики. Там еще под одеялом еще один мальчик. Кушаем мы вот сами все себе вот покупаем. Вот здесь уже 3-й день мы здесь сидим. Нам никто ничем не помогает. У нас ни денег ни у кого, ни денег не осталось. Все вот просто замерзли, околели. Чтобы обратить внимание властей на свою проблему, узбекистанцы записали видеообращение к президенту. Третий день мы уже здесь. Я беременная. Старые бабушки есть. Даже маленькие мальчики есть. В похожей ситуации оказались сотни других узбекистанцев в России. В аэропортах Москвы и Новосибирска люди ждут вылета больше недели. Ранее власти Узбекистана обещали организовать чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России и других стран. Но накануне МИД республики официально сообщил, что все аэропорты страны закрыты и гражданам рекомендовали остаться в местах своего пребывания. Согласно полученным нами данным, в социальных сетях и среди находящихся в России граждан Узбекистана распространяются слухи о якобы запланированных чартерных рейсах в Узбекистан на ближайшие дни. Мошенники начали сбор данных о желающих вернуться и составляют списки пассажиров. Убедительно просим не верить подобным слухам и не распространять их. Обращаем внимание, что с 30 марта по 20 апреля 2020 года все аэропорты Республики Узбекистан приостанавливают свою работу и полностью прекращается авиасообщение. Коллапс в сфере пассажироперевозок в Узбекистане начался со середины марта. Власти страны без предварительного уведомления закрыли 16 марта авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. В Кыргызстане ужесточили правила самоизоляции. Теперь в районах, где введено чрезвычайное положение, нельзя собираться больше 3 человек. Местным жителям также запрещено пользоваться личным авто и отходить от дома больше, чем на 1,5 километра. О том, насколько новые меры окажутся эффективными, узнаем у нашего корреспондента Джибек Бегалиевой. Джибек, привет. Действительно ли правила по передвижению в городе так ужесточились? И какая сейчас обстановка в Бишкеке? Расскажи. Привет, Шавкат. Правила действительно ужесточились. Они будут довольно строгими. С завтрашнего дня кыргызстанцы не смогут выходить на улицу без причины. В случае, если это сделает какой-нибудь человек, ему грозит штраф в 3000 сомов. Это примерно $40. Где-то $12 придется заплатить, если ты вышел на улицу без маски. К примеру, пока сейчас я переходила дорогу, я здесь живу буквально в 100 метрах, меня уже остановили милиционеры и спросили, где моя маска. Ходить в магазин можно только в радиусе 1,5 километров, выгуливать домашних животных максимум на расстоянии 150 метров. Ну а в случае, если ты нарушил правила, это привело к тому, что кто-то заболел коронавирусом, то тебе может грозить штраф $750 и лишение занимать определенные должности. В комендатуре говорят, что они пошли на такие непопулярные меры, потому что люди продолжали все это время ходить в тех районах пешком, вот, где введено чрезвычайное положение, и машины практически беспрепятственно продолжали передвигаться по городу, например, в Бишкеке тоже, вот как вы сейчас прям видите на экране. Запрещено посещать родственников, знакомых, соседей, коллег и так далее. Запрещено собираться группами больше 3 человек, кроме людей из одной семьи. Запрещено передвижение по городу несовершенным лицам без сопровождения взрослых. Временное приостановление работы всех организаций и предприятий, за исключением организаций и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Джибек, а как обстоят дела с зараженными? Есть информация, что некоторые пациенты в тяжелом состоянии. Да, число зараженных растет с каждым днем, и некоторые из них действительно находятся в тяжелом состоянии, дышать могут только с помощью аппаратов ИВЛ. Вот что нам сегодня рассказали в штабе по борьбе с коронавирусом. Все они, естественно, госпитализированы.
Из зарегистрированных положительных случаев 58 женщин, 49 мужчин. Если мы распределим зараженных лиц по возрасту, к сожалению, увеличивается количество инфицированных детей. Всего их 11. Это имеется в виду возраст до 15 лет. И до года 2 ребенка. Лиц пожилого возраста 31. Делаешь, будет 40, Женя. Еще нам сообщили власти, что число контактировавших людей с теми, кто заражен COVID-19, перевалило уже далеко за 5000. И сейчас президент, к примеру, раскритиковал работу штаба. Он считает, что меры, которые они предприняли, оказались недостаточными, и что правительство не сделало все, что было в их силах. И я снова вернусь к теме чрезвычайного положения, потому что с завтрашнего дня все журналисты должны будут в нашей стране, в тех районах, где введено чрезвычайное положение, работать из дома, в том числе и мы. Потому что пресса не попала в список, который определила комендатура, список тех людей, представителей тех профессий, которые обеспечивают деятельность районов каких-то. И журналисты, по мнению властей, вот к таким, оказывается, представителям некоторых профессий не относятся. Джибек, большое тебе спасибо, всего доброго и до свидания. Журналисты Кыргызстана намерены попросить руководство страны дать им возможность работать во время режима ЧП. Сегодня стало известно, что СМИ не попали в список разрешенных видов деятельности на это время. Дарья Тимофеева продолжит. В течение недели мнение о том, как должны работать СМИ в режиме ЧП, у Алмазбека Аразалиева постоянно менялось. Заявление коменданта Бишкека о полном содействии журналистам плавно заменили всевозможные запреты для них. Что касается СМИ, необходимо, значит, разработать какой-то график, чтобы до комендантского часа находиться в местах, будем говорить, если работы, если офиса. Я как комендант города Бишкек, я заявляю, что никаких ограничений для журналистов нету, но определять аккредитацию, значит, мы в скором времени дадим по этому вопросу ответ дадим. Ранее я коснулся вопроса аккредитации журналистов на период чрезвычайного положения. Мы проанализировали ситуацию. В целях безопасности здоровья самих журналистов выдать аккредитации мы не можем. Уже несколько дней в столице оцеплена центральная часть города. Для въезда сюда милиция требует спецпропуск. Выдавать их многим редакциям комендатура отказывается. Власти уверены, что свою работу все журналисты могут осуществлять и онлайн. Медиасообщество выступило с обращением к руководству страны. В условиях чрезвычайного положения в стране крайне важно обеспечить СМИ доступ к информации, чтобы в свою очередь журналисты могли обеспечить общество оперативной и достоверной информацией о событиях и мерах, предпринимаемых для борьбы с пандемией коронавируса. В социальных сетях подобные меры со стороны чиновников называют крайне нелогичными. Ограничение доступа к информации в сложившейся ситуации может только усилить тревожность населения. Между тем, сегодня комендант ввел дополнительные ограничения в Бишкеке. Отходить от дома нельзя более чем на 1,5 километра. Исключение сделали для граждан, занятых в нескольких видах деятельности. Средства массовой информации в этот список не попали. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев и Тимур Тимаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Насколько законы власти Кыргызстана ограничивают работу журналистов, об этом мы поговорим с юристом, медиапредставителем Ахматом Алагушевым. Господин Алагушев, добрый день. Ситуация в стране сложная, все это понимают, но журналисты тоже выполняют важную работу. Как вы считаете, имеют ли власти ограничивать деятельность журналистов в нынешних условиях? День добрый. Ну, и начну, наверное, с того, что есть профильный закон для нынешней ситуации. Это конституционный закон о чрезвычайном положении, который четко регламентирует о том, что комендант обязан установить порядок аккредитации. И почему это не делается, вызывает большой вопрос. Вообще, на самом деле, мне кажется, что роль СМИ сейчас нашими властями просто недооценивается. И тот факт, что, скажем, государственные СМИ продолжают работать, а другим СМИ, скажем, не дают такой возможности, это дискриминация. Это нарушение всех законов и норм Конституции. Вот как раз хотел вас спросить. Вот правительство говорит, в режиме чрезвычайного положения закон
один для всех, но при этом только государственные СМИ и телеканалы получают аккредитации, получается, все равны перед законом, но есть равнее. Это законы вообще? Вот, с точки зрения законодательства, как это можно трактовать? В том-то и дело, что даже вот сама Конституция и говорит о том, что не должно быть дискриминации по, скажем, да, государственные или негосударственные СМИ. Это регламентируется в законе о телерадиовещании. Это регламентируется в законе о защите профессиональной деятельности журналистов. И, на мой взгляд, использовать вот в данной ситуации СМИ, даже вот как раз-таки, да, вот против сейчас очень много в соцсетях фейков, и государство с этим как-то борется, якобы воюет с этим, предупреждает. Вот мне кажется, в том, чтобы вот эти фейки все развенчать. Господин Лагушев, вот ваша позиция какова? Журналисты все-таки должны получить аккредитации для пропуска на работу? Мне кажется, обязательно. То есть должно быть много СМИ, не только государственные. Опять же, скажем, да, те информагентства, на долю которых, да, приходит очень большая, скажем, да, большой объем информации, они обязательно должны присутствовать. И это регламентировано. То есть есть профильный закон о чрезвычайных положениях, и он должен исполняться. Господин Лагушев, вот в чем опасность ситуации, когда, по сути, основным источником информации для населения становятся государственные СМИ, когда у людей мало альтернативных ресурсов для получения полной информации? Вот вы знаете, вот я не, скажем, не открою, да, не изобрету велосипед, любой вакуум заполняется. И мы уже видим и знаем, на самом деле очень есть исследований, что население не смотрит госканалы в таком объеме, как это было раньше. И, соответственно, если не будет какой-то альтернативы, то вот как раз-таки вот вся вот информация, да, которая не соответствует действительности, она вылезет и выйдет в соцсети. Вот тогда вот и получат, так сказать, хаос, панику и вот именно нагнетание. Большое спасибо. Я напомню, на вопросы нам отвечал медиапредставитель, юрист Института Медиаполиса Акмат Алагушев. Большое вам спасибо за интересную беседу. Всего доброго. До свидания. Власти Москвы обещают присвоить горожанам QR-коды, которые будут использоваться как пропуски для выхода из дома. Пока этого не произошло, москвичи все еще остаются на улицах. Почему самоизоляция для некоторых по-прежнему пустой звук, поинтересовалась Евгения Котляр. Вот так сегодня выглядит отдаленный от центра Москвы Бутырский район. В метро заметно меньше пассажиров. А это Бульварное кольцо, Сретенский бульвар. Здесь все огорожено лентами. В центре, на Лубянке, тоже пустынно. Улица Никольская рядом с Кремлем в этот день выглядит так. А это Красная площадь. И сегодня она не закрыта. Вы можете видеть за моей спиной сотрудников полиции. Их здесь не очень много, но тем не менее они патрулируют всю территорию Красной площади. Но никому из тех, кто здесь все-таки прогуливается, полицейские не подходят. Один из прогуливающихся здесь говорит, что ему просто захотелось выйти. Не страшно, нет, вообще. Мы просто хотели гулять, и вот нам не страшно ничего вообще. Я не верю в коронавирус вообще. Я там с работы иду, письма на почту относила. И только на магазин зайдем, потом домой идем. Я держусь на расстоянии 3 метров. На улицах по-прежнему много курьеров доставки в желтой и зеленой униформе. Большинство в защитных масках. Ну, во время доставки мы держимся на 2 метров, одни перчатки, ставим сверху сумку доставку, отойдем на 3 метра и звоним клиенту, что выходите, забирайте доставку. Общественный транспорт в столице продолжает работать. Пользоваться им не запрещено. Каршеринг и такси в городе тоже работают. Дезинфекция есть. Выдавали антисептики, маски,
важная салфетка, она имеет ценность. Накануне большие очереди появились перед частными медицинскими лабораториями, где можно сдать тест на коронавирус. Вот такая очередь была у гемотеста на Рождественском бульваре. Сегодня здесь пусто, хотя лаборатория работает в штатном режиме и продолжает принимать пациентов. Сегодня вот официально первый такой карантинный день со строгими правилами. Тем не менее, в клинике генотест сегодня вот на час дня по московскому времени практически нет очереди. Я зашла и сразу вот буквально попала в кабинет, где можно сдать анализ. С сегодняшнего дня занятия спортом даже на площадке у вашего дома и пробежки по городу запрещены. Об этом прямо говорится на сайте московской мэрии. Сегодня там появились дополнительные расшифровки правил самоизоляции, а мэр обещает ежедневно ужесточать контроль за карантином. А вот таджикистанские школьники уже завтра после плановых каникул вернутся к учебе. Власти решили не принимать никаких ограничительных мер в школах, детских садах, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Анушер Вунарипов продолжит. Нет причин не ходить в школу или детский сад, заявляют власти Таджикистана. Некоторые родители учащихся с таким заявлением согласны. Ни одного случая коронавируса в Таджикистане нет и бояться нечего, считают они. Другие против. Больных нет, но угроза-то никуда не делась. Своих детей противники решения все же вынуждены будут завтра отправить на занятия, хоть и с предосторожностями. Когда я их отправляю в школу, своих внуков, я их предупреждаю. И потом, перед тем, как они выйдут из квартиры, я им надеваю маски. Ну, я думаю, что, наверное, нужно было продлить немножко каникулы, хотя бы на дней 10. Пусть внуки идут в школу и учатся, не будут безграмотными. Я знаю, что у нас нет пока вируса. Следим за происходящим по телевизору и молимся, чтобы не было болезней. Главное – это здоровье детей, оно важнее. Пусть лучше дома сидят. Занятия можно и летом провести, хотя нашим властям виднее. Мы знаем, что в Таджикистане нет коронавируса, но не стоит забывать о соблюдении правил личной гигиены. Власти решили подстраховаться. Во всех школах уже дезинфицируют учебные помещения, коридоры и туалеты. По словам учителей, такая обработка будет проводиться каждый день. Также после каждого урока все ручки дверей будут обматывать пропитанной антисептиком тканью и мыть полы. Преподаватели прошли краткосрочные курсы и теперь знают, что делать. Согласно рекомендациям медиков, все вещества, используемые для обработки помещений, безвредны для людей, не имеют ни запаха, ни цвета. Здоровью вреда от них нет. После обработки можно сразу проводить занятия. Чтобы максимально снизить риски появления коронавируса в Таджикистане, занятия желательно было бы отменить, считает блогер Рустам Гулов. Но, по его словам, власти всеми силами стараются затянуть время и не вводить карантин в стране. Ни экономика, ни медучреждения не готовы к изоляции. Речь идет не только об экономическом положении, речь идет и о социальных последствиях введения карантина, и вообще ограничения деятельности различных учреждений. Мы должны принять во внимание, что большое число наших граждан, оно находит сегодняшнее пропитание именно сегодня. То есть нельзя сказать, что у людей есть запасы хотя бы на неделю вперед. О том, что экономика Таджикистана не готова к коронавирусу, видно по бюджету страны. Денег нет. Последние годы дефицитная часть бюджета была восполнена за счет увеличения сбора подоходного налога, налога на прибыль, акциз и НДС. Согласно закону о бюджете на 2020 год, налоговые поступления должны были составить 1,7 миллиарда долларов или на 10% больше прошлого года. Анушер Вунарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Это была программа «Азия». Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Всего доброго. До встречи. 6 марта, 17:10. Какая вода? В течение многих часов идет ржавая вода безостановочно. Ну вот мы на днях налили воду. И вот результат этой воды. Готовим абсолютно все на этой воде, потому что из-под крана использовать воду невозможно. Этот вопрос, он наболевший, он задается постоянно, и видеообращения президенту мы отправляли, и нашему главе, и всем остальным. Единственное спасение – это сидеть, дома. Dovete stare a casa! Non avete capito che la gente muore! Das Coronavirus ist eine